Сегодня участились упреки в адрес чеченского народа со стороны ингушей, так и грузин, где они обвиняют нас, что чеченцы воевали против грузин в Абхазии и в Цхинвале, и поэтому чечено-грузинские отношения испортились, и, как всегда, всему виною чеченцы. Но почему-то ни ингуши, ни грузины не любят вспоминать о зле, которое исходило от грузин испокон веков. Что тут говорить, даже сами чеченцы забыли о многом и многое простили нашим соседям-грузинам. Для тех, кто не в курсе или забыл, я напомню. Самая кровопролитная война на Кавказе, которая унесла сотни тысяч жизней северокавказцев, где больше половины чеченцев было истреблено царской Россией, началась именно из-за грузин, которые, боясь турецких османов, добровольно дали присягу русским и привели их на Кавказ. Мы знаем также, что самая мощная и многочисленная полиция царской России была в Тифлисе, ныне Тбилиси, столица Грузии, где на стороне России воевали десятка грузинских генералов российской армии, которые сжигали наше селение, в целом геноцидили и помогли оккупантам захватить Кавказ. И кто знает, если бы Грузия не продалась России, чем закончилась бы эта война. Предлагаю вспомнить еще об одном трагичном случае из истории нашего народа. Массовое убийство чеченцев в Хайбахе 27 февраля 1944 года во время депортации чеченцев и ингушей, где грузин Михаил Гвишани приказал собрать всех стариков, женщин, больных и детей в одном большом сарае и сжечь его вместе с людьми, где по разным оценкам погибло до 700 человек. Но почему-то враги Господа миров не любят вспоминать о таких случаях из наших народов. Им бы упрекать нас тем, что пару чеченских бойцов из российской армии прогнали целую грузинскую армию. Чеченцы никогда не геноцидили ни грузин, ни ингушей и ни один народ в этом мире. Наша совесть чиста, пусть вспомнят про Сталина и про других грузинских варваров, прежде чем высрать свой негатив в сторону чеченцев. Это касается тех же ингушей, которые признаются в любви к грузинам. Подытоживая, хочу напомнить всем ненавистникам нашего народа из числа грузин. Чечено-грузинские отношения были испорчены еще 250 лет назад, когда предки грузин спровоцировали войну на Кавказе, а в 40-х годах 20 века в связи с очередным геноцидом чеченского народа по вине грузин наши отношения окончательно испортились.